Фабрика троллей или ботаферма – явление для кыргызской политики уже не новое. Сколько бы мы ни говорили о том, что мобильный интернет и социальные сети уступают в нашей стране по влиянию традиционным СМИ, все же цифровые коммуникации с каждым днем чувствуют себя увереннее. Именно поэтому политики все чаще стали применять их в своих целях, к сожалению, не всегда прогрессивных. Очернить конкурента, унизить критика или обелить заказчика – это главная задача фейковых аккаунтов, откуда льется информация, формируемая специальной группой. Такие группы людей содержат сразу по несколько страничек в социальных сетях, искусственно увеличивая десяток высказываний до сотни, а то и больше. И чем обширнее информационная атака, тем легче создать волну, направленную на формирование общественного мнения. Чаще всего такой инструмент используют во время предвыборной кампании. В какой-то момент люди активно начинают писать о том, что та или иная партия достойна выбора. По сути, в этом нет ничего плохого, и каждый из нас имеет право высказаться в пользу того или иного общественного движения. Но, как показали журналистские расследования, это искусственно формируемая среда специально нанятыми людьми. Используется для чего? Больше для того, чтобы даже не столько влиять на общественное мнение, а чтобы, такое вот сейчас слово используют, буллинг. То есть это именно затравить человека, у которого другое мнение. То есть ты заходишь в комментарии или, например, ты пишешь какую-то публикацию, размещаешь с критикой власти, и приходят к тебе эти тролли и начинают тебя, так скажем, булить, то есть заполняют твою ленту какими-то оскорблениями иногда, какими-то неприятными комментариями, задевают личность. И в следующий раз человек, даже зная какую-то правду, он несколько раз подумает, публиковать это или нет. Создание фабрики троллей и ботаферм – не бесплатное удовольствие. Чтобы создать массовость и масштабность, нужно не меньше десятка человек. Даже если они собираются на срок выборной кампании, им нужно платить. Чем больше амбиций политиков, тем дороже им обходится пиар-компания в таких известных социальных сетях, как Facebook, Twitter или Instagram. По данным расследований независимых интернет-порталов Кыргызстана, стоимость работы одного человека колеблется от 100 до 1000 долларов. Все зависит от того, в чем суть твоей работы. Если ты просто делаешь рассылку с нескольких аккаунтов, то цена одна, но если ты известный журналист и блогер, то стоимость вырастает. Ведь во втором случае у тебя есть аудитория, которая тебе доверяет, а значит прислушивается. Краеугольный камень троллинга – это безответственность. Суть интернета сама по себе такова, что иногда там очень трудно найти человека, который в сети разместил негативную информацию. В случае, если аккаунт фейковый, то есть поддельный, то уйти от ответственности еще проще. Цифровая порука привела к тому, что кыргызские политики все чаще стали прибегать к услугам анонимных пиарщиков. Выявить такие фабрики троллей не просто, но можно. Анализ публикуемых сообщений, размещаемых одинаковых фотографий, поддельных изображений авторов аккаунтов часто подсказывают независимым журналистам, что аккаунт, скорее всего, не настоящий. Такие электронные странички используются, чтобы атаковать конкурентов, размещать заведомо ложную информацию, формируя негативный имидж оппонента. Учитывая доверительность местного электората, эти приемы вполне успешны. К сожалению, избиратель еще не обладает полноценным критическим мышлением и чаще всего принимает неадекватные посты в соцсетях за чистую монету. Политики этим пользуются, хотя медиаэксперты утверждают, что есть инструменты, которые могут успешно бороться с ботафермами и троллингом. В прошлом году мы были вовлечены в процесс выборов. Вы знаете, что во время выборов эти фейки очень сильно активизируются. И они, между прочим, работают именно по заказу тех же политиков, тех же коррупционеров, которые пытаются занять какую-то нишу в политическом Олимпе. И мы выходили на администрацию Фейсбука, и они с удовольствием шли к нам навстречу, они реагировали, они готовы работать. И можно было по всем социальным сетям наладить вот такую работу. С каждыми парламентскими выборами объем работы с избирателями при помощи социальных сетей растет. Еще 5 лет назад он едва приближался к 10%, сегодня уже превышает 30%. Свою роль в этом сыграла и пандемия коронавируса. Парламентские выборы 2020 года стали уникальным экспериментом, когда политические партии, не имея возможности встречаться с избирателями из-за санитарных ограничений, перенесли свою агитационную работу в интернет. Электронные боты и цифровой троллинг стали незаменимыми помощниками вместе с традиционными способами борьбы за голоса избирателей. То, что не всегда эта борьба была справедливой, показали массовые протесты, которые привели к отмене итогов голосования. Несмотря на то, что журналисты открыто говорят о том, что политики специально заказывают троллей и ботов, электорат по-прежнему верит всей информации, размещаемой в социальных сетях. Как ни печально, люди чаще хотят верить слухам и домыслам, чем перепроверять информацию. Таким образом, пока избиратель сам не научится отличать фейковые данные от настоящих, он по-прежнему будет жертвой интернет-мошенников и нечистоплотных политиков.